Всем привет, ребят! Как вы видели, завел я Микацу 9.8. Сейчас на лодке поедем на вечернюю зорьку. Как бы проверим озера. Возьму двухстволку. Взял с собой двухстволку. Побродим. Немножко хоть прояснилось, ребят. Все еще вон там тучи, смотрите, только-только прошли. Пол лодки там воды было, вычерпал. Одним словом, погода не очень пока радует. Дожди идут. Ладно, нас это вообще не останавливает. Съездим, побродим. Может, удастся кого-то добыть. Все как будет, буду снимать и показывать. Вам приятного просмотра. Ремонтирует лодку, доску меняет, Васька. Да. Он и лег. Здесь мелко, чтобы газовать. Сегодня, ребят, на средних оборотах буду идти. Вчера немножко покатался. Ну так, местами даже газовал на полные обороты. Сегодня так, средним газом буду. Дожди идут, но вода пока не прибывает, как ни странно. Еще две штуки поднялось. Это чирки. Полетели на озеро тоже. В баке у меня половина где-то, наверное, бензина. И максимально подальше носу там загрузил. Бак подальше поставил. Смотрите, какой длинный шланг у этого моторки идет. Этот бак с моторкой тоже идет, с Микацу 9.8. Ну, оружие, рюкзак там вот впереди. Но все равно лодку немножко поднимает. Но это только на средних оборотах еду. На средних оборотах я вот смотрю, и идет как Судзуки 6 на туре, блин. На средних. Здесь мелко. Я уже почти доехал. Ну все, я доехал. Здесь я остановлюсь. Здесь тропинка есть, хорошо. У Судзуки нажимаешь, и он моментально выключается, а у Микацу 9.8 надо нажать и чуть-чуть подержать. Вот буквально секунду, полсекунды. И после этого только он глохнет. А Судзуки вот так нажал, все, он сразу заглохнет.
Так, ну все. Сейчас я ехал, короче, и все время я смотрел, где-то заходит или нет. Все, короче, наверное, вот одно отверстие, ну не отверстие, а вот в одном месте где-то вот вода заходила. Сейчас немножко уже она может быть доски отсырели, пропитались, и пока все нигде ни капельки не заходит. Первый день, да, первый день. Или в этом месте заходил, или вон там, в том отсеке. Так, ладно, сейчас я переодеваюсь и пойдем. Так, один патрон самозаряд, второй феттер пятерка. Так, ну что, сейчас сходим, короче, на озеро. Еще очень сильно заросло здесь, поляна была, площадка. А сейчас, сам видите, даже непонятно, в какой стороне озера. Редко хожу сюда. Самое главное не заблудиться, блин. Я знал, что сегодня будет сыро. Я оделся вот этот костюм медведица. На днях тоже снимал про этот костюм. Вроде ничего так. Держит воду. Так, что-то я блуждаю, ребят. Короче, как дойду до озера, включусь. Наконец-то тропинку нашел. Вон там озеро. Тут две лодки у рыбаков. Бля, чуть-чуть далековато. Чуть-чуть далековато не выстрелил. Оказывается, там сидел, я не заметил, ребят. В траве, ну не в траве, даже в чистом месте. Я туда смотрел. Хотел уже выстрелить, но не решился. Не будем шуметь, пока дальше идем. Кряква. Вот так бывает, ребят. Надеешься, что там еще есть, не стреляешь. Далековато было. Чуть-чуть. Обычно тут по уши вода бывает. В этом году спокойно я перешел. Вот такое озеро. Большое. Здесь в основном караси водятся. Другая рыба не знаю. Но она плотва и щуки еще тут есть. Последний раз я вам снимал. Вот тут я добывал утку, чернить, хохлатую чернить. Один тоже был. Доставал палкой еще, помню. Так. Ну что, идем дальше. Тут второе
Ну что, ребят, пока тишина, одну утку только видел, он взлетел и улетел. Это озеро большое направо, как скобообразное, а оказывается слева еще тут озеро есть. Вот. Такое узкое. И здесь, ребят, идет тропинка. Я иду по этой тропинке, там начнется еще больше озеро. И очень длинное. Ну, до темна, надеюсь, я успею там пройти. Если правильно, конечно, я иду туда. Потому что я давно уже тут не был. Могу даже и немножко ориентир потерять. Тут тоже тишина. Ну, днем, может, ходили, но все равно вечером они, утки, более активные. На кормежку выходят и летают. Здесь, смотрите, какая глубокая, очень большая яма. Или природа сама вырыла, или человек для чего-то тоже какой-то, как будто здесь землянка большая строили. Вся земля сбоку, вон, смотрите. Может, даже и что-то тут строили напротив этого озера. Смотри, не заметил. Опять одна утка. Вообще около берега там сидела. Пипец. Если бы не взлетел, я прошел. Просто не видно, чтобы он там... Вот какой обзор здесь. Ничего не увидел. Вот сейчас волны появились. Что-то утка вроде есть, но очень тихо сидит. Нет, это... Это не от уток. Это от ветра были волны. Там какой-то просвет. Если не ошибаюсь, там другое озеро уже начинается. А может и нет. Не знаю. Просто я давно тут не был. Пипец, ребят. Вот это, ребят, дал я. Знаешь, мимо озера прошел. Я на к речке вышел. Совсем не в ту сторону пошел. Точно река тут. Моя. Так, а где же то озеро большое? Не понял я. Вообще ориентир потерял. Вообще в другую сторону, короче, меня занесло. В данный момент, ребят, я блуждаю. Я в полном тупике. Я просто ориентир потерял. Куда мне идти я? В полном замешательстве. Тут какая-то сырость. Там какой-то просвет. Не знаю. Между прочим, место такое для соленых грибов тут. Для соления грибы тут должны выходить. Но их пока не вижу. Клюква тоже есть тут. Немало. Белые еще.
первое озеро, где первая кряква выскочила. Вон так поворот большой-большой. Сейчас пойду вон туда. Я еще все ищу. Второе супер большое озеро. Никогда идти не могу, блин. Тропинка идет вот сюда. Там приду, как найду озеро, расскажу, что к чему. Наконец-то я на месте, ребят. Давайте, ребят, немножко расскажу вам, что и как. Одним словом, первая утка откуда взлетела, чуть дальше пошел, там тропинки, развилка тропинок была. Я пошел налево и пошел неправильно. Лишний километр, короче, кружил по вот такой густой тайге. Хорошо для ориентира звук села, деревни, там деревня Алексеевка, вон там собаки лают. И наше село вот ниже. Потом напрямик как-то туда-сюда, туда-сюда. Я вернулся к первому же озеру. Оттуда уже по другой тропинке сейчас прошел. И вот наконец-то наткнулся вот на это большое озеро. Но озеро примерно километр, может чуть больше километра длиной. И зимой я сюда приходил, где рыбачили мужики, там показывал. Вот до туда сейчас и пойдем. И сюда возвращаться не стану. Большой-большой круг сделаю вдоль озера, во-первых, потом и по старой дороге. Заросшая дорога, но лучше там пройду, чем здесь. Куртка, вон он, смотрите, вытряхиваю, и вода отходит. Не знаю, как вытряхнуть. Очки у меня на руках. Не скажу, что я после этого кошмара уже весь сырой. Я больше спотел, потому что спешил и шел, не знаю куда. Вот. А 50-70% воды этот костюм просто отталкивает воду. Вот это да. Забыл, просто я уже давно, очень давно, я не знаю, наверное, лет 15 уже тут не был. На уток здесь я давно не охотился. Короче, спотел лячки. Вот, сейчас идем вдоль этого озера. Надежда минимум, но все равно сходим. Круг такой сделаю. Здесь тропинка хорошая. Здесь, наверное, охотники ходят. Смотрите, вдоль тропинки. Здесь лисички выходили. Вон они. Их много тут, оказывается, было тоже. Вот. Это ранний выход. Тут просто они. И тут тоже. О, а здесь сколько, ребят. Здесь хорошие. Только-только начинают выходить уже новый выход. А здесь, ребят, смотрите. О, вон там новый выход. Да здесь на жаркое уже можно набрать. Если завтра, послезавтра прийти, вон, куча их, лисички-то. Прямо возле тропинки. Да, и старый, свежий выход, вот. А здесь тоже, вон, смотрите, тоже свежий выход. И там кругом, короче, целое ведро. Вон он, лисички. Только-только выходит. Вот они. Начинают выходить. А здесь, смотрите, сколько. Вот здесь старые выходы, а здесь новые. Вон они. Такие вот оранжевого цвета. Вот. Короче, целое ведро вон там. Тут куча, просто куча. Что они собирают, я не понимаю. Вон он. Вот. Просто навалом. Охотники не понимают, что это лисички или что. А многие за поганки, наверное, считают. Так что я нашел такое вот место, вон там тоже есть.
Но сюда я больше не приду. Это так, я показываю вам, ребята. Пусть собирают. Я этой лисички на первой избе, знаете, там навалом. Здесь напрямик иду. Тропинка режет, короче, вон там озеро, вон туда куда-то ушло, в ту сторону. А тропинка вот здесь идет. Напрямик. Тишина. От такого шума и ни одного взлета нету. Ребят, если бы не эти тропинки, еле видны, я бы вообще заплутал. Озеро очень большое, зигзагами идет, а тропинка где-то напрямик срезывает. Местами теряется, но идти можно. Намного легче. Да. Ни зачеса, ничего. 1000 раз ходят, ни одной ветки даже не сломана. Как бы тропинка еле видна. Вот где здесь идти? Запросто можно тропинку потерять. Просто за мгновение. Чуть лево, чуть право, все потерял. Она. Лисья нора. О, бля, глубина вообще идет куда-то, хрен пойми куда. Палка не достает. Нора чья-то. Может, лиса тут. Старая нора, заброшена уже. Тропинка к ручью идет. Где-то переход, что ли? Моста нету, ничего. А, вон палки стоят. Так, короче, я понял сейчас. Это ниже ручья, сейчас я выйду. А там уже знакомые, в общем, места такие. Да, тут мостик, наверное, когда-то был. Скользкое дерево тут. Надо перейти как-нибудь. Ой, вообще скользкие деревья тут, конечно. Легко можно упасть. Упадем или нет потом. Неудобно взял.
Но этот ручей мне надо перейти, как ни крути. Так, вроде все. Фу, пронесло. Перешел ручей, ребят. Кто на обе канала у меня подписан, я постоянно хожу за грибами. И этот поход выкладываю то здесь, то там, на другом канале Будни Олега. От первой курилки я перехожу через мост. На днях я еще снимал там фильм. И я говорил, вот ручей течет. Показывал на ручей с моста. Вот именно этот ручей, он и есть. Тот самый ручей. Еще второе, что я хочу сказать. Сразу вспомнил, когда мы с дедом, я еще пацан. Маленький был, но уже меня тянуло в лес ходить с ружьем, с дедом ходили. И вот мы вышли, я не знаю, где мы вышли, к этому ручью. Может, грибы мы собирали. И да, грибы, за грибами мы ходили. И вот так мы вышли к ручью, и там две утки сидят прямо рядом. Я деду говорю, блин, был бы сейчас у нас двухстволка, можно было обе утки добыть. Вот так вот. Ну, я вот так думал, что две утки, значит, два ствола нужно. Такие вот воспоминания я помню, прекрасно помню. Вот. Там два черка сидело. Так, опять я потерял тропинку. Где-то, может, в другом месте идет. Короче, сейчас разберусь и дальше пойдем. Вроде нашел, похоже на тропу. Да и собака там лает. Да, справа там озеро. Здесь большой поворот будет. И оттуда еще. Ну, грубо говоря, вот тропинка. Все. Да. Это хорошая тропа на Ягель идет. Здесь я вам тоже снимал, показывал фильм. Все. Вот теперь я, как сказать, могу вздохнуть так. Там хреново, короче, я где проходил. Новичок просто не может там, ну, ориентир просто ты за мгновение теряешь. Вообще капец. Вот так. Я и то еле-еле вылез. Бродил сегодня капитально. И тут тоже пусто. Последняя надежда. Вот тут ручей выходит. Здесь, получается, по первому льду очень много рыбаков. Я осенью тоже один раз приходил снимать, но не рыбачил. Оказывается, трава вон до Кудова, до половины почти выходит. Рыбачить надо, значит, посередка. Где-то примерно метров 15, наверное, от берега трава. Ну, вечерняя зорька, в принципе, должно уже сейчас летать. Я сейчас по-быстрому еще пройду. Вот еще поворот целый. Вон туда мне надо идти по лесу. И там уже буду выходить на луг. Бывший луг, там уже все заросло, конечно. Иду до озера. К сожалению, уже все, ничего не видно на воде. Если только в небо смотреть и в лед стрелять. Да, и ни одного взлета. Такое большое озеро, и ни одной утки не взлетело. На мелких озерах только, и все. Сейчас еще надо найти. Где-то должен быть мостик. Там мост был, потом разобрали. И из дощечек, там две доски, наверное, поперек ручья должна быть. А где этот переход? Сейчас там дорога должна быть, да-да-да.
Точно, сейчас найдем. Я уже вышел на луг. Здесь посветлее хоть. Хорошо. Да, вот она дорога. Да, вот. Пипец, вот это все поле было. Все заросло. Вот и мостик. Доска тоже сырая. Раньше вот тут мост был. Короче, лесопункт тут ездил. Там разделывали лес. Дальше площадка была зимняя. Широкий такой вот мостик был. Смотрите, столбы. Вот что я переходил ручей. Этот ручей впадает на озеро. И постоянно круглый год протекает тут. Кто знает, может доски гнилые, может не так крепко прикреплены. Кто его знает, надо осторожным быть. Вроде перешел. Ну, дорога видна. Это по этой дороге пойду до нашей лодки. Сейчас самое главное это найти, где у меня лодка. Пипец, вот это заросло тут. Все поле было. Что происходит? Да. Сейчас еще дальше схожу, наверное, еще дальше у меня. Ни одного выстрела не было за вечер. Нигде не стреляли. Вот здесь Яголь начинается. И такая поляна. Вот где-то она вот тут у меня. Там должны молодые сосны стоять. По этим деревьям ориентир. Горелым пахнет. С деревни идет какой-то вот запах, как будто кто-то варит кашу, и эта каша убежала. Представляете, вот это горелым вот, да, вот такой. Или же, знаешь, гороховый суп, когда варят, и вот когда вот закипает и бежит, и там на плите он горит вообще. Вот это да, ребят. Хороший поход получился, понравилось. У меня, я чувствую сейчас усталость, во-первых. И хочется, знаешь, аппетит, нагулял такой аппетит. Мне хочется так есть, пить, есть. Вот где-то вот тут на у меня. Туда уже не пойду, вот здесь спущусь. Вот этот Яголь и молодые вот эти сосны. Вот, такая поляна вот. Я это и помню. Все, я нашел. Да, вот. Вроде похоже на тропинку. Фу. Ну вот, наконец-то я на месте, ребят. Можно тут постоять еще. Но не летает ни хрена. Так, сейчас заведем холодный двигатель. Как заведется, накачаем. В принципе, карбюратор полный. Подсос. Главное, не надо заливать. Не надо заливать, ребят. Без подсоса надо заводить. Так что просто пока непонятно для меня. Мотор пока, знаешь, пока не почувствовал я этот мотор. Судзуки я знаю, немножко надо подсос.
А здесь вот знаешь, сколько ходил, подсос вытащил и уже перебор топлива. Значит, только на холодный двигатель немножко подсос и все. Подсос не любит. Звук мотора нравится, бля, какой-то вот. Вот смотрите, коряк сколько. Жестко так. Ох, как будто медведь. Ребят, будем заканчивать. Вот такой получился поход. Опять съездили мы на лодке, на новой, и поохотились. Конечно, без выстрела получилось, ну, другой раз постреляем. Осень только начинается, осенняя охота, все впереди. И давайте до следующих походов. Будьте здоровы, не болейте. Спасибо вам за лайки и подписку. До новых встреч. Пока-пока.